Слово для выступления предоставляется представителю президента в Конституционной палате Касымбекову Нурбеку Атеевичу. Уважаемый суд, относительно представления акикатчи Кыргызской Республики о признании неконституционным и противоречащим частям 2.3 статьи 16 Конституции Кыргызской Республики пунктов 1.3.4 к части 4 статьи 19 Закона Кыргызской Республики об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности отмечаем следующее. Порядок проведения квалификационных экзаменов для лиц, претендующих на получение лицензии на право занятия адвокатской деятельностью, утверждено постановлением правительства Кыргызской Республики от 30 октября 2017 года за номером 711. В соответствии с данным порядком квалификационный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования. Таким образом, с помощью квалификационного экзамена проверяется только знания претендентов на адвокатскую деятельность, а не навыки и роль этих лиц, о чем упоминается в представлении акикатчи. Согласно части 1 статьи 19 указанного закона, лицензию на право занятия адвокатской деятельностью вправе получить гражданин Кыргызской Республики, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не менее 1 года, сдавший квалификационный экзамен. Эти нормы являются дозволяющими нормами в отношении прав человека и гражданина. В соответствии с частью 2 статьи 19 указанного закона лицензию не может получить гражданин, признанный недееспособным или ограниченно дееспособным в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, имеющий непокащенную или не снятую судимость, уволенный из правоохранительных и других государственных органов в связи с совершением дисциплинарного проступка в течение 1 года со дня увольнения, ранее лишенный лицензии на право занятия адвокатской деятельностью, досрочно освобожденный с должности судьи в связи с небезупречностью поведения в течение 1 года со дня освобождения. Эти нормы являются запрещающими нормами в отношении гражданина. А оспариваемые пункты 1, 2, 3, 4 части 4 статьи 19 указанного закона являются обязывающей нормой в отношении Министерства юстиции Кыргызской Республики, а не правом человека и гражданина. В данном случае законодатель предоставляет со стороны государства привилегии лицам, относящимся к другим категориям при условии наличия 5-летнего стажа и занятия должности в определенных государственных органах. Следовательно, эти нормы не могут являться дискриминацией по отношению к другим группам лиц. Законодательство Кыргызской Республики повсеместно предоставляет различные гарантии лицам в зависимости от категории лиц. К примеру, в соответствии с частью 1 статьи 15 Конституционного закона Кыргызской Республики о статусе судей, судей Верховного суда может быть гражданин Кыргызской Республики не моложе 40 лет и не старше 70 лет, имеющий высшее юридическое образование по специальности юриспруденция или высшее образование по направлению подготовки юриспруденция с присвоением академической степени магистр при наличии академической степени бакалавр по соответствующему направлению и стаж работы по юридической профессии не менее 10 лет. В соответствии с законом Кыргызской Республики об омбудсмене акикатчи Кыргызской Республики, омбудсменом акикатчи может быть избран гражданин Кыргызской Республики, владеющий государственным и официальным языками не моложе 30 и не старше 65 лет. Правом представления кандидатуры на должность омбудсмена акикатчи обладает парламентской фракции. Здесь закон предоставляет претендентам требования по признакам гражданства, языка и возраста. Также законодатель закрепляет субъектов, обладающих правом представления кандидатуры на должность омбудсмена акикатчи. Поэтому здесь не должно возникать вопрос, почему другие субъекты не могут представлять кандидатуру на должность омбудсмена акикатчи наряду с парламентскими фракциями. Следовательно, фактическое различие законодателем занимаемой должности и стажа работы лиц, претендующих на получение лицензии на право занятия адвокатской деятельностью, сами по себе не могут приводить к нарушению конституционных прав граждан и не могут рассматриваться как противоречащие частям 2, 3 статьи 16 Конституции Кыргызской Республики. В нескольких решениях Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики
также указывала свои правовые позиции относительно принципа дискриминации, принципа равенства всех перед законом. Так, в решении от 8 апреля 2015 года Конституционная палата указала, что конституционный принцип, предполагающий равный подход к формально равным субъектам, не обусловливает необходимость предоставления одинаковых гарантий лицам, относящимся к разным категориям, а равенство перед законом не исключает фактических различий и необходимости их учета законодателем. Соответственно, законодатель вправе устанавливать определенные изъятия и облегчения из общего порядка для определенных субъектов в зависимости от выполняемых функций, защищаемого интереса и других обстоятельств, которые должны быть правомерными и соразмерными общезначимым конституционным целям. В своем решении от 11 марта 2015 года Конституционная палата указала, что основной закон требует от государства наличия возможности каждого на получение квалифицированной юридической помощи в целях полного восстановления прав и свобод человека. Это объясняет повышенное требование к уровню квалификации адвоката, его поведению, добросовестному исполнению им взятых на себе обязательств, как субъекту, непосредственно участвующему в достижении целей правосудия. Таким образом, адвокатская деятельность является особой сферой пресечения частно-правовых интересов граждан и публично-правовых интересов государства. Следовательно, вопрос установления надлежащих юридических процедур, определения содержательных стандартов для установления уровня квалифицированности юридической помощи, а также определения критериев и условий допуска лиц в сферу адвокатской профессии и многие другие вопросы не могут быть оставлены без особого внимания со стороны государства. От этого зависит и качество оказываемой правовой помощи, и успешность усилий государства в сфере обеспечения эффективного правосудия. В связи с этим критерии оценки адвокатской деятельности, правовая система, которая не позволит неподготовленным и не отвечающим профессиональным требованиям лицам получить доступ к осуществлению адвокатской деятельности, подлежат закреплению на законодательном уровне. Статья 57 Конституции Кыргызской Республики, признавая адвокатуру как самоуправляемое профессиональное сообщество, напрямую обязывает законодателя урегулировать законом вопросы организации деятельности адвокатуры, а также прав, обязанностей и ответственности адвокатов. Изучение международной практики также показало, что в подготовке и повышении квалификации юристов важное значение придается государству и национальному законодательству. Законодательство других стран также предусматривает категории лиц, освобожденных от сдачи квалификационного экзамена. Так, в Норвегии адвокатская лицензия выдается лицам, имеющим двухлетнюю практику в качестве полицейского прокурора или заместителя судьи. В Армении лицензию на адвокатскую деятельность без сдачи квалификационного экзамена может получить лицо, имеющее не менее 15 лет трудового стажа адвоката и судьи. В Казахстане от прохождения аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, освобождаются лица, прекратившие полномочия судьи, лица, уволенные из органов прокуратуры и следствия при наличии стажа работы в должности прокурора или следователя не менее 10 лет. В Молдове освобождаются от сдачи квалификационного экзамена обладатели степени доктора, а также лица, имеющие стаж работы в должности судьи или прокурора не менее 10 лет. Если в течение 6 месяцев после отставки они подали заявление о выдаче им лицензии на занятие адвокатской деятельностью. Такими же правами на тех же условиях пользуются также лица, которые после отставки с должности судьи или прокурора продолжили работу в области права. В Германии получить доступ к осуществлению адвокатской деятельности может только тот, кто имеет право занимать должность судьи согласно закону о судьях. К адвокатской деятельности допускается только тот, кто в соответствии с законом о судоустройстве может быть признан пригодным к исполнению судейских обязанностей. Будущий адвокат должен пройти стажировку в учреждениях судебной системы на протяжении 2 лет, прослушать курс юридических наук и сдать по окончании экзамен. Однако из этого правила есть одно исключение. Так, без стажировки и без экзамена адвокатом может стать юрист, имеющий степень доктора права Германии. В международных актах неоднократно говорилось о роли государств в обеспечении должной квалификации лиц, оказывающих юридическую помощь.
Так, в основных принципах, касающихся роли юристов, принятых 8-м Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, специально указывается, что правительство должно обеспечивать надлежащую квалификацию и подготовку юристов, знание ими профессиональных идеалов и моральных обязанностей, а также прав человека и основных свобод, признанных национальным и международным правом. Основные принципы, касающиеся роли юристов, сформулированные для оказания помощи государствам-членам в осуществлении их задачи развития и обеспечения надлежащей роли юристов, должны соблюдаться и учитываться правительствами в рамках их национального законодательства. В 2005 году Европейской комиссией подготовлен доклад о юридических услугах в странах Европейского Союза. В выводе доклада комиссия признает, что прерогатива государств-членов определять, в какой степени они хотят регулировать профессию непосредственно государственным регулированием или оставить этот вопрос саморегулируемым профессиональным органам. В последующем, 23 марта 2006 года, Европейский парламент принимает резолюцию по юридическим профессиям, где пункты 5 и 6 резолюции гласят. Пункт 5. Приветствует признание комиссией того, что реформы лучше всего осуществляются на национальном уровне, и власти государств-членов, особенно законодательных органов, находятся в лучшем положении для определения правил, применимых к юридическим профессиям. Пункт 6. Отмечает, что суд разрешил национальным законодателям и профессиональным ассоциациям и органам свободу усмотрения при принятии решения о том, что является надлежащим и необходимым для защиты надлежащего осуществления юридических профессий в государстве-члене. Хотя Кыргызстан не является участником Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, и, соответственно, юрисдикция Европейского суда по правам человека не распространяется на Кыргызстан, тем не менее, определенный интерес вызывает аналогичные дела, рассмотренные в данном суде. Так, в делах Власопулу против министра юстиции Баден-Вюртемберг от 7 мая 1991 года суд указал, что национальные власти имеют право потребовать от соответствующего лица доказать, что он приобрел недостающие знания и квалификацию. В деле Маури против министра по делам юстиции Милана от 17 февраля 2005 года суд указал, что экзамен на доступ к профессии адвоката действительно может стать препятствием к свободе создания. Однако нет доказательства того, что сама по себе правила, относящихся к составу экзаменационной комиссии, представляет собой ограничение на свободу учреждения, независимо от ограничения, которым является сам экзамен. В любом случае, даже если предположить, что участие адвокатов в государственной экзаменационной комиссии само по себе ограничение свободы создания, это участие может быть оправдано в интересах общества, а именно в необходимости оценки, а также возможности и способности лиц, призванных практиковать в качестве защитников и подходящих для обеспечения достижения этой задачи. В деле Бегаева против Греции от 28 мая 2009 года суд постановил, что по делу властями государства-ответчика не было допущено нарушение требований статьи 8 и 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В связи с вышеизложенным считаем, что пункты 1, 2, 3, 4, части 4 статьи 19 Закона Кыргызской Республики об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности не подвергает дискриминации по каким-либо признакам и не нарушает равенство всех перед законом и судом, и, следовательно, не противоречат частям 2, 3 статьи 16 Конституции Кыргызской Республики. Спасибо. Спасибо.